Вы знаете, возникла необходимость в профессиональной переподготовке. Область, в которой я сейчас работаю, это фармацевтический бизнес. Это та стезя, которая находится на грани медицины, фармацевтики и экономики. Поэтому для повышения и расширения своих знаний я и приняла решение учиться в вашем институте. Так получилось, что в современном мире главный специалист не может быть узкоспециализирован. И проработавши долгое время на должности главного специалиста, я поняла, что мне недостаточно моих знаний от первого высшего образования. И поэтому я решила двинуться дальше и получить второе высшее образование в специализации экономика, чтобы знать не только сугубо свою специализацию, но и как функционирует в целом мое предприятие, на котором я работаю. Руководствовался, в общем-то, я какими-то отзывами от прошлых ваших студентов, и тем самым сделал некоторое решение. Я доволен. Этот университет я закончил в 2022 году и сразу же поступил на дистанционное обучение. Понравилось учиться в этом университете, поэтому я продолжил учиться на втором высшем образовании. В самом обучении трудностей не было. Психологические небольшие были трудности в плане того, что казалось, что вроде не успеваешь, но благодаря группе, в которую я попала, благодаря старости, коллективу, то есть все трудности отметались, все успевали, все делали своевременно, вовремя. На самом деле это всегда непростой вопрос. Я для себя его решила следующим образом. Тайм-менеджмент, то есть четкое планирование своей деятельности, работы, отдыха, учебы. Когда ты выстраиваешь границы между учебой, работой и, соответственно, домашними делами, то все становится значительно проще. То есть я четко понимаю, в какие часы я могу уделить время учебе, а в какие часы уделяю время каким-то домашним обязанностям. Секретов никаких нет, совмещать удается довольно-таки легко. Уделить даже не каждый день, а в неделю несколько часов, этого вполне хватает, чтобы вовремя выполнять контрольные задания. В любом случае лишним не будет, так как нынешняя экономика показывает, что одних каких-то скиллов маловато для продвижения карьерной лестницы. Да и самосовершенствоваться в нашем-то мире постоянно нужно. Я думаю, что получать второе высшее образование надо, безусловно, осознанно. Надо понимать, для чего это тебе, с какой целью ты поступаешь в ВУЗ, что ты от этого получишь в дальнейшем. И хочу сказать, чтобы не боялись, чтобы двигались вперед, потому что все возможно. Раз у нас это получилось, значит, получится и у других.